Сегодня и тема нашего круглого стола – созвучие слова «Скорины» в современном мире. Думаю, на этом круглом столе прозвучат интересные мысли, интересные предложения, как нам сегодня делать актуальным наше историческое наследие. Актуальным для того, чтобы новые и новые поколения, и не только белорусов, а во всех странах, прочно стояли на вот таких гуманистичных принципах, которые в том числе мы находим в наследии Франциска Скорины. Мы очень благодарны вам за то, что вы неустанные проводники Белоруссии в ваших странах. Мы уверены, что каждая такая встреча дает и вам подпитку для вашего литературного творчества. А у нас в стране, в том числе и благодаря вот таким межлитературным, межгосударственным контактам, пополняется сокровищница нашего национального книгоиздания. Белорусские издательства, активно сотрудничая с вами, издают ваши произведения, и эти произведения приходят к читателю на книжные полки магазинов, библиотеки. Эти произведения стали знаковыми проектами и в масштабах книжного наследия Содружества независимых государств. Я хотела бы здесь вспомнить прекрасную серию книг созвучия «Литература 21 века стран Содружества». И очень важно, что и произведения белорусских литераторов, благодаря вот такому сотрудничеству, находят более короткую дорогу к читателю в ваших странах. Уверена, и искренняя благодарность тем литературным журналам, которые печатают произведения белорусских авторов. Есть чем поделиться со своим читателем. Год культуры во многих учреждениях культуры, в библиотеках проводятся тематические мероприятия, разрабатываются планы на следующий год. Ну а отрасль книгоиздания в первую очередь уже подготовила и издаст еще целый ряд интересных книжных проектов, посвященных наследию Скорины. Одну из таких книг я хотела бы вам продемонстрировать. Франциск Скорина «На мовах народов свету». Это второе издание, но мы сочли важным переиздать его в канун Дня белорусской письменности, для того, чтобы еще и еще раз мовы народов свету засведчили спадщина Скорины, агульная спадщина для всего человечества. Я хотела бы пожелать плодотворной работы круглому столу и успехов пребывания всем в Беларуси, творческих успехов. Международный круглый стол созвучия слова «Скорины» в современном мире в этом году посвящен 500-летию белорусского книгопечатания. Имя Франциска Скорины знаковое не только для белорусов, но и многих других народов. Он вошел в нашу историю как первопечатник, ученый, просветитель и гуманист, человек исключительно широкой эрудиции. Смысл своей деятельности он видел в окружении, служении людям, приобщении своих соотечественников к достоянию общечеловеческой мировой культуры. Скорина – выдающийся деятель белорусской культуры XVI столетия, основатель, как уже отмечалось, белорусского восточнославянского книгопечатания, ученый, переводчик, философ, доктор медицины, а главный гуманист-просветитель. Он жил во времена, когда феодализм уходил в историю, а через возникновение новых городов, новых отношений в политике и экономике набирал силу капитализм. Свобода слова носила тогда различные формы. Скорина выбрал духовное направление, отказавшись от протеста и пересмотра отношений общества к религии, диктату церкви во всех сферах. Он нашел, говоря современным языком, консенсус между светской культурой и религией. Он рисковал, выдавая свои первые книги «Псалтырь», «Апостол» в Праге. Скорина имел предпринимательскую жилку. Сын купца все же больших денег не заработал, но приобрел капитал личности, думающей о созидающей
приходится перестраивать свое отношение и к изданию книг. Как понятно, писателей много. Государству не всегда удается всех и напечатать, и издать. И вот правда, наступило много времени, когда бы надо было подумать всем вместе, что можно здесь предпринимать. О его жизненной и творческом пути пусть расскажут историки, литературоведы. Мы же обратим внимание на его смелость, подвиг, когда он начал печатать книги на наших землях на родном языке. Это дорогого стоит. Может, поэтому ему удалось осуществить не все свои проекты и в Вильне, и в Кракове, и в Праге, но начало было положено именно им. Вот почему мы свято чтим память Франциска Скорины. Мы, стараясь продолжить традиции великого первопечатника, также стремимся способствовать как можно более широкой пропаганде литературы, развитию и укреплению взаимосвязи между литературами государств СНГ, поддержанию международных литературных контактов. Поэтому особенно рады, что столь значительные мероприятия проводятся в нашей стране. В эпоху глобализации, стремительного развития информационных технологий особое значение имеет международное и культурное сотрудничество, взаимных переводов национальных литератур, взаимодействие различных поколений мастеров художественного слова. Писатели, как и все представители культуры и искусства, должны в 21 веке делать гораздо больше для взаимодействия литератур и давать шансы выходить на мировой рынок книгам на всех языках. Это международные писательские встречи, прошлым Днем белорусской письменности, Минская книжная выставка и ярмарка, литературные конкурсы, публикации литературных журналов, книгоиздания, большое внимание которому уделяется в нашей стране государству, чем мы, скажу прямо, и гордимся, и благодарны руководству страны. Стоит вспомнить хотя бы серию созвучий в переводе Франциска Скорины на языке народов мира. И мы гордимся, что произведения современных писателей, наших действующих, как говорится, уже изданы более чем в 15 странах мира. Мы получили предложение из Англии, сейчас только в последнее время во Франции, где в следующем году проводится книжная ярмарка, где взяли книги наших писателей для перевода на французский язык, чтобы представить их на этой же выставке. Среди учредителей нашего проекта издательство «Мастацкая литература», директором которой является Олесь Николаевич Бадар. Долгое время Олесь Николаевич генерировал такой проект, который мы выпускали по поручению Министерства информации Республики Беларусь, книгу, представляющую национальную литературу на русском языке, представляющую здесь, в Беларуси, в сравнении с белорусской литературой. Юрий Станиславович упоминал этот проект «Созвучие сердец» и был составителем серии этих книг. Кроме этого, в издательстве «Мастацкая литература» сегодня делается много для пропаганды творчества молодых писателей. И, в частности, Олесь Николаевич Бадар участвует еще в жюри конкурса Союзного государства молодых писателей, по результатам которого Министерство информации выпустило уже 2 альманаха молодых писателей. Но сейчас у нас в Беларуси учрежден еще один конкурс. Конкурс Министерства информации ряда литературно-художественных изданий в Беларуси, который называется «Першоцвет». Пожалуйста, Олесь Николаевич. Когда мы разговариваем друг с другом, понимаем друг друга, здесь, в Беларуси, между собой, здесь, в Беларуси, когда встречаемся со своими друзьями на белорусском языке, на русском языке, кто-то может на английском языке. Нам кажется, что так, не кажется, мы даже не думаем о том, что не всегда так было, что когда-то люди не умели общаться друг с другом. И когда возникла в X веке белорусская письменность, это был огромный исторический прыжок вперед, потому что письменность, она позволяет говорить не только друг с другом, она позволяет говорить о современности с нашим будущим. И когда Ефросинья Полоцкая переписывала книги, а что такое переписывать книги в то время? Это человек брал в левую руку пергамент, упирался локтем в колено и переписывал. Это не сегодня писать буквы. Это было совсем другое. Что такое, когда Скорина в 1517 году
издавал Библию. Это был подвиг, как и подвиг Ефросимы Полоцкой. И вот когда сегодня мы об этом думаем, серьезно думаем, мы можем сделать немножко вот такие даже парадоксальные выводы, но очень важно, мне кажется. Нам очень важно учиться у наших великих предшественников, учиться того же Скорина, потому что сегодня книга, она утрачивает ту святость, которая была в ту эпоху. Я очень рада присутствовать в такой торжественной церемонии. Я очень рада, как представители Института китаеведения имени Конфуция здесь побыть, послушать вас. Как главная задача нашего института, это мы преподаем китайский язык, познакомим все мировые людей китайской культуры. И также в это время, как мост, мы в свое времени тоже познакомить китайский народ от мировой культуры. И в том числе великая белорусская культура в китайское языкотворное пространстве. Я вот как наш уважаемый друг сказали, что мы много сделали, наверное, здесь перевод китайское произведение на русском и белорусском языке. И это наш институт будет продолжать так сделать. И мы будем рады с вами вместе сотрудничать и как можно много сделать, чтобы наши люди побольше сообщались и побольше познакомили друг друга и узнали наши разные культуры. Спасибо. Полоцк не только для палачан, не только для жителей Беларуси знаковое место. Полоцк и полоцкие люди – это люди, которые близкие и, в общем-то, дороги многим народам и многим людям, потому что мы знаем, что Ефросинья Полоцкая закончила свой жизненный путь в Иерусалиме. Симеон Полоцкий преподавал в Москве, был учителем царских детей, Петр Алексеевич был его учеником, и многие знаменитые люди, которые вышли из древнего Полоцка, они также связаны со всем миром. Я хотел бы сказать, что особенно проявилась это братство и дружба народов во времена Великой Отечественной войны, когда Полоцк освобождали, когда Полоцк был освобожден от фашистской оккупации. Я хочу сказать, что по приблизительным данным более 600 солдат и офицеров Красной Армии погибли, освобождая Полоцк. На Полоцкой земле навечно остались лежать казах Капар Абдрахманов, узбек Джайнайкул Абдукарим, литовец Пронас Андулис, башкир Хусаин Имамуддинов, украинец Алексей Кравченко, азербайджанец Нурмит Нурмидов, киргизы Джумат Туликубаев, Абдален Декеев, туркмен Хатуш Шарипов, татарин Раки Абдулин, ну и, конечно, подвиг лейтенанта Григорьева. Вы помните песню Визбора? Этот город называется Полоцк. Он войной на две части расколот. Он расколот на две части рекою, полной тихого лесного покоя. 23 гвардейца лейтенанта Григорьева погибли, освобождая Полоцк. На берегах Полоты я еще был молодым. Это из поэмы поэта-фронтовика Григория Куренева. Кстати, его прах развеян над Полотой. Полоцкий родился и воевал на Полоцкой земле в партизанском отряде Олесь Савицкий, известный наш писатель. И я рад, что библиотека в Полоцке в прошлом году названа его именем. Поэтому, чтобы не занимать долгое внимание, я хотел бы сказать, что Полоцк ждет гостей, Полоцку нужны эти гости. И я хотел бы предложить организовать полоцкие встречи, диалог культур. Вы помните Чингис Айтматов, Иссык-Кульский форум, Иссык-Кульские встречи. Я думаю, что Полоцк заслуживает того, чтобы тоже сюда приезжали писатели, сюда приезжали литературоведы, публицисты.
публицисты, журналисты, и чтобы в древнем городе, ну вот просто ходя по этим улицам, стоя на берегу Двины, люди говорили о своем наболевшем, люди делились бы творческими своими делами, и это, в общем-то, помогло бы не только Полоцку и культурной жизни Полоцка, а это помогло бы нам всем почувствовать себя гражданами мира, увидеть, что такое Полоцкая земля, и как в прежние времена она становилась бы духовным опилищем, говоря по-белорусски, духовным опилищем для многих. И вот эти встречи могли бы стать продолжением наших творческих контактов и памяти, и в честь нашего знаменитого Франциска Скорина. Спасибо. Благодаря уникальному проекту, осуществленному издательским домом «Звезда», Франциск Скорина заговорил на языках народов мира. И в этот перевод внес лепту Казахстан. На казахский язык его стихотворение перевел главный редактор журнала «Жолдыс», замечательный поэт, окончивший в свое время литературный институт имени Горького Улугбек Издаулет. Он же организовал переводы на корейский язык. На корейский язык Франциск Скорина перевел Ким Мён Хак. Это поэт-переводчик, которому наш институт благодарен особо. Есть конкретные личности в каждом государстве, в каждой стране, в каждом городе, благодаря которым мы выстраиваем наше сотрудничество. Ким Бён Хак сейчас специально написал статью для нашего нового издания о Великом Абае. Специально написал статью о Алжасе Сулейменове. Этот год юбилейный для творчества известного казахского поэта, пишущего на русском языке. На уйгурский язык Франциска Скорина перевела член Союза писателей Республики Беларусь, уйгурская поэтесса Гульнар Аутова. И на курдский язык Олесь Николаевич совершенно прав, когда говорит о том, что литература Казахстана она состоит из многих национальных литератур. И мы гордимся этим национальным своеобразием и пытаемся сохранить все национальные палитры. Так вот, на курдский язык Франциска Скорину перевел главный редактор газеты Джейана Курд, которая издается в Казахстане на двух языках, на русском и курдском, Гасане Хаджи Сулейман. Это реальный вклад казахстанских поэтов-переводчиков в то, чтобы творчество Франциска Скорины продолжало шествие по миру. Это один из аспектов нашего сотрудничества. Очень многие книги представлены здесь на стенде, и я благодарна тому, что директор любимой Национальной библиотеки Республики Беларусь сохраняет все книги, подаренные нами в ее уникальные фонды. Но сотрудничество имеет привычку развиваться дальше и выходить на новый уровень. Сейчас мы завершаем, об этом я говорила 2 года назад, мы только начинали, а вот сейчас мы завершаем сборник научных статей «Абай и его творчество в зарубежной рецепции». Беларусь представлена статьями Владимира Гниломёдова, который выступал у нас еще на 150-летие Абая, представлена статьями Миколы Метлицкого, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, который перевел Абай на белорусский язык, и мы за это благодарны, потому что, как пишет Олесь Николаевич, благодаря переводу на белорусский язык поэзия Абая идет в широкий европейский простор. Мы благодарны всем поздравлениям, публикации на страницах журнала «Белая вежа», юбилейным материалам, связанным с творчеством Олжаса Умаровича Сулейменова. Это та знаковая фигура, которая связывает нашу литературу. Мы можем много говорить и рассуждать о евразийстве, о пересечении караванных путей, об уникальной социокультурной ситуации в каждом из наших независимых государств. Но есть то общее, что связывает нас и позволяет думать о будущем. И я с полным на то основанием обращаюсь к председателю Союза писателей Беларуси. Говорю о том, что и литературно-художественный журнал «Простор», старейший, выходящий на русском языке в Казахстане, и наш литературный журнал нашего института «Героев» готовы предоставить страницы для публикации произведений поэтов, прозаиков, публицистов Беларуси к предстоящему съезду Союза писателей Беларуси. И я уже горжусь тем, и через месяц эта книга пройдет обсуждение на нашем ученом совете института, что будет в
коллективной монографии «Мировой литературный процесс 21 века. Раздел о белорусской литературе». И я надеюсь, что следующим шагом станет издание индивидуальной монографии «Казахско-белорусские литературные связи», потому что они есть, будут, они наполняются конкретным содержанием и развиваются дальше. Спасибо за внимание. Мы находимся в преддверии 500-летия. 5 веков. Много это или мало? Валерий Николаевич обратился к новейшей истории, четверть века. А что такое четверть века и полтысячелетия? А слово «Скорыны» звучало уже тогда. И то, что мы находимся в великолепном здании Национальной библиотеки, где всех нас приветствует памятник Скорыне. То, что первая награда Белоруссии – это медаль Франциска Скорыни. Я думаю, наверное, это и показатель отношения к этому великому гуманисту, к этому великому просветителю. И мы, белорусы России, очень гордимся тем, что мы белорусы, то, что на российской земле мы можем успевать пропагандировать нашу Родину. И вы знаете, есть такой фильм замечательный, все вы, наверное, видели, называется «Когда наступает сентябрь». Так вот, когда наступает сентябрь, всех нас переполняет предвосхищение целого ряда мероприятий, которые связаны именно с литературой, с просветительством. Буквально через несколько дней в Москве открывается международная книжная выставка «Ярмарка». И то, что не просто стенд белорусской литературы, а просто самые красивые, самые значимые места, которые на выставках есть, это место, которое отведено белорусскому книгопечатанию, книгоизданию. Я хотел бы, что еще сказать, на прошлом книжном столе мы с Валерием Николаевичем презентовали, показывали работу белорусов Москвы о наших замечательных земляках, о героической истории Беларуси. И хотел бы сегодня присутствующим как итог доложить, что в этом году эта работа получила высокую оценку правительства Российской Федерации, и группа наших членов нашей автономии стали лауреатами премии правительства Российской Федерации в области культуры за эти 3 книги, которые посвящены Беларуси. Я думаю, что, наверное, надо нам поработать совместно. И в России, вообще говоря, 10 отделений посольства. И, наверное, в каждом этом центре есть возможность при самой активной поддержке наших активистов открыть в центральных книжных магазинах отдел белорусской литературы. Это будет очень правильно, и это очень востребовано для российского читателя. Сейчас разворачивается, он, собственно, уже начал свое шествие проекта, о котором рассказывал Александр Николаевич. Проект созвучия, проект, когда белорусские издательства издают книги, переводы россиян, многонациональной России. Этот проект мы делаем совместно с Ассамблеей народов России. В России проживает 193 нации и народности. И я думаю, что этот проект очень интересный, очень красивый, очень востребованный, будет действительно нашим совместным вкладом в пропаганду литературы. Мы наследники великого Скорыни.